«2011 год – год российской космонавтики. 50 лет назад в космос полетел Юрий Гагарин. В честь этой даты было решено провести Всероссийский космический инновационный конвент. Более 60 молодых ученых представили 40 проектов, посвященных различным разработкам в сфере космонавтики. Мы помогаем находить талантливых молодых людей, имеющих идеи в сфере технологий, и помогаем им расти и развиваться. Место для проведения конвента выбирали не случайное. Защита проектов проходила на территории будущего звездного городка – Углегорске. Все выступающие отметили важность строительства космодрома «Восточный» как для области, так и для России. А важность конвента для всех, кто принял в нем участие. Например, для студентов. Они учатся делать доклады, они слушают доклады, они понимают, в каком направлении научном нужно работать. И наши студенты уже и сами в университете уже делают свои маленькие научные исследования и маленькие доклады. Участие в конвенте приняли студенты, аспиранты и молодые ученые из различных областей России – Амурской, Челябинской, Самарской, Томской, Москвы и Санкт-Петербурга. Елена из Московского авиационного института, уже на 5-м курсе. Учится строить космические корабли и хочет увидеть космос. У нас проект – это разработка электронного учебного пособия для ракетно-космической промышленности на примере морского старта. В этом пособии отражены все структуры и системы для пуска со всеми подробными схемами, планировками и системами. От Амурской области со своими проектами выступили все вузы. Как отметил губернатор области Олег Кожемяка, его удивил охват разработок – от еды для космонавтов до строительства космических кораблей. Игорь Сычев, например, представил вниманию экспертного совета систему точного измерения и анализа сетевого трафика. Это часть работы, позволяющая проанализировать, насколько быстро информационная система будет выдавать некоторые ответы, насколько быстро работают компоненты информационной системы. Оценивали проекты по 3 номинациям. Лучшая инновационная идея, то есть проект, находящийся еще на стадии разработки и не имеющий опытного образца. Лучший инновационный проект с опытным образцом и высокой степенью разработанности. И лучший инновационный продукт, то есть уже готовое изделие. И я думаю, что те эксперты, которые сейчас будут с ними работать, они определяют наиболее лучшие. И радует то, что много было представлено проектов, в том числе со стороны амурских вузов. Это и МГУ, и педуниверситет, и даже и медуниверситет наш. Поэтому думаю, что что-то из этого вполне может быть использовано, потому что есть уже готовые изделия. Награды, которые ждут победителей – это поездка на Байконур, участие в Зворыкинском проекте, поддержка идей со стороны государства и участие во Всероссийском молодежном инновационном конвенте. Называли победителей на следующий день. Конвент объединил инновации и лучшие изобретения в сфере космических технологий. Членам экспертного совета предстояло определить наиболее удачные проекты молодых ученых по 4 направлениям. Лучшим проектом и лучшим продуктом были признаны разработки московских ученых. А вот специальный приз и приз за лучшую инновационную идею получил амурский ученый. Автор Нищеменко Виталий Владимирович. Ну, гордость за университет какая-то есть, а за себя, так, работаю по мере своих сил. Виталий Нищеменко работает на кафедре физического материаловедения и лазерных технологий. Говорит, что проект, который представил на конвенте, выжимка из его диссертации. Под воздействием факторов космического пространства терморегулирующие покрытия деградируют, чернеют. Для этого мы модифицируем пигменты, которые входят в состав терморегулирующих покрытий, наночастицами, увеличиваем тем самым срок активного существования спутника. Я поздравляю всех с этим великолепным праздником, который прошел, праздником научно-технической мысли, праздником нашей российской космонавтики, который прошел здесь на Амурской земле.